Так как не у всех подключена камера, не всех вижу, у нас вот внизу, да, получается, в правом нижнем углу чат у всех, да, одинаково? Да, Стас, у всех будет в правом нижнем углу чат? Просто напишите, пожалуйста, я вижу, что библиотека Устильма, она подписана, остальные фамилия, имя, напишите, пожалуйста, какая библиотека и отдел, в котором вы работаете. То есть отдел обслуживания, либо отдел комплектования, либо еще какой методисты, да, вот кто вы и что вы, из какой библиотеки, хорошо? И заодно я буду понимать, что вы меня хорошо слышите, и у нас связь в порядке. Так, нет звука, Стас, посмотри. От Светланы пришло. С нашей стороны проблем нет. Я тебя слушаю. Ага. Так. Светлана написала, что у нее нет звука, но это что-то с вашей стороны, мне подсказывает наш автоматизатор. Может быть, нужно перезагрузиться, может быть, нужно колонки настроить, прибавить звук на колонках, может быть. Так, а как понять, сколько всего у нас? Будет сверху 13 участников. Мне не видно. Не, можешь переключить сейчас на участники. Вот участники. Угу. Угу. Ой, ну нас много. Правда, Мария 2 раза, Руслана 2 раза. Ага. Угу. Коллеги, кто только что подошел, я попросила написать в чат вашу библиотеку, с какой библиотеки вы подключились, потому что не всех видно, и в каком отделе вы работаете. Меня зовут Низовцева Маргарита Николаевна, я работаю в Национальной библиотеке в отделе абонемента. И несколько лет уже являюсь заведующей отделом абонемента. Ага. Пыский сельский филиал. А какой район? Не владею. Хорошо, спасибо. Так, Устильма нас слышит, видит? В чат, пожалуйста, плюсик напишите. Лютоева Ираида вот есть, тоже напишите, пожалуйста, какая библиотека и в какой должности вы. Так, Мария, вот мы ее не видим. Сыктывдинский, хорошо, спасибо. Детская, да, библиотека? Угу. Усть-Куломская, угу, спасибо. МБО – это методика библиографическая, да? Или что это? Ага, спасибо. Так, ну смотрите, так как кто-то еще не подошел, да, с общих вопросов начнем. Наша лекция сегодня, как вы знаете, посвящена электронной библиотеке Litres, о чем в течение, я постараюсь уложиться в час, может быть, даже меньше. Эхо слышно. Почему эхо слышно? Может быть, 2 у вас устройства подключено? Угу, с кулом еще за отделом комплектования, очень хорошо. Спасибо. Значит, в ходе моего сообщения я с вами поделюсь такой информацией очень кратко вообще, на каком уровне и какую часть сегодня занимают электронные книги в жизни современного человека. Это все будет на материалах официальных исследований. Ссылочки на эти исследования и тексты будут в конце презентации тоже даны для вас, потому что я пройдусь очень обзорно, а вообще есть интересный доклад агентства по
печати и массовым коммуникациям, по-моему, точная ссылка будет в презентации, который, в общем-то, на этих вопросах электронных библиотек тоже останавливается. Дальше расскажу, что и вообще такое Литрес, очень кратко, но так как у нас работает с вами чат, он работает очень хорошо, довольно быстро, мы с вами, если будут вопросы, я тоже постараюсь ответить. И вы, может быть, тоже поделитесь своим опытом, кто уже с Литресом взаимодействовал, пробовал или сейчас... Или сейчас тоже работает. А дальше плюсы и минусы расскажу. Это именно будут те плюсы и минусы, которые я вижу, исходя из нашего трехлетнего уже опыта работы с электронной библиотекой. Понятно, что есть две стороны медали, и мы и с вами рассмотрим ее. И дальше немножечко остановлюсь на тех перспективах, которые я так вот для себя обозначила в работе с этим ресурсом. Хорошо, давайте, значит, мы перейдем сейчас в режим, я перейду в режим, чтобы вы видели мою презентацию. Если будут вопросы в чат, мне сообщит наш администратор, и я постараюсь сразу же на них ответить. Кроме того, да, давайте начнем. Так, я захожу сюда. Сюда сначала. Теперь я захожу. Все хорошо. Нет, нету. Нажми на него. Он закрыл здесь. Это пусть будет такая штучка. Где-то я тут нажимала. Иди зайди, я сейчас спрошу, всем ли видно. Ты в чат, да? Угу. Так, коллеги, я перешла в режим, когда вы должны видеть мой экран. Сейчас, пожалуйста, кто у нас вот активные есть у меня, да, слушатели, плюсики понажимайте, что вы действительно видите мою презентацию. Сейчас это первый слайд, электронная библиотека Литрес. Плюсики поставьте, если вы все видите, мы начинаем с вами. Что-то ставят, нет? Ага, ну я думаю, что если одному видно, значит видно всем. Очень хорошо. Давайте начнем. Что такое электронная библиотека? Это такое общепринятое определение, которое я вам сюда привожу. Упорядоченная коллекция разнородных электронных документов, которая снабжена средствами навигации и поиска. Может быть сайтом, где накапливаются различные тексты и медиафайлы. И самое главное, электронная библиотека, ее ресурс, текст или файл, может быть в любой момент востребован любым читателем. То есть обращение к ней может быть удаленным, и сразу же будет получен первоисточник, документ. Могут быть они универсальными, могут быть специализированными. Чаще всего вот это вот свойство, универсальность либо специализированность, она обращена на... Она как бы тематическая, то есть универсальные – это разные документы по разным темам, разным жанрам, да, либо специализированные, например, только технические документы, да, это все понятно. Чтобы понимать вообще, насколько сегодня актуальны электронные библиотеки как таковые, мы обратимся к некоторым исследованиям. Например, по медиапотреблению современного пользователя. По данным исследований, общее медиапотребление российских граждан, оно растет. На 2019 год составило 10 часов, да, 23 минуты, вы видите, и за 7 лет оно очень выросло на 2 часа, ну, почти 20 минут, то есть почти на 30%. Почему я беру, давайте сразу скажу, почему я взяла 2019 год. Так как этот год, он, в общем и целом, не выбивался из всех предыдущих годов, он такой объективный для анализа, потому что в 2020 году, как вы все знаете, у нас был вот этот период карантина, были закрыты и книжные магазины, да, и библиотеки, и какие-то даже интернет-магазины частично приостановили свои
услуги. Поэтому 2020 год, если вы хотите, вы можете по тем материалам, которые будут в конце презентации, вы можете сделать сравнение. Но я буду в основном опираться именно на 2019 год как такой довольно объективный для анализа период. Также вот привела табличку, которая, может быть, не очень хорошо отображается, да, но смысл ее понятен. Чтение книг, вы видите, что из общего числа, да, возросло по медиапотреблению, чтение газет и чтение журналов снижается. Почему? В этом же исследовании говорится о том, что, например, новости, да, какие-то последние события в мире и в стране люди чаще всего теперь узнают не из газет, как было раньше, например, да, а во многом уже через новостные порталы в интернете. Дальше. Россияне стали больше читать. Вот опять же одно из исследований, Всероссийский центр изучения общественного мнения, который достаточно периодично проводит опросы, показал, что более половины респондентов из 1600 читают книги. Ну, для нас с вами это, конечно, очень все приятно. Мы видим, что по сравнению с 2018 годом чуть-чуть меньше, да, но в целом за период с 2014 года это есть определенный прирост. Чаще всего читают книги, ну это уже я для вас такую статистику привела, да, как для библиотекарей. Вы, наверное, даже если сопоставите вот эти вот цифры, да, с тем контингентом, кто ходит к вам в библиотеку, вы, наверное, согласитесь, что чаще всего читают женщины, молодежь. Ну, и молодежь, видите, немножечко более ранний период, да, до 24 лет, и чуть-чуть постарше, такая уже активно работающая молодежь. Это основной наш потребитель. И из вот этих 1600 человек каждый респондент прочел в среднем 5 книг в течение последних 3 месяцев. Кроме того, посмотрите, чаще других, если брать не средний показатель, вот эти 5 книг, да, то чаще всего читают люди старше 60 лет. Это мы тоже очень хорошо замечаем, по крайней мере, вот в отделе абонемента Национальной библиотеки это тоже очень хорошо заметно, что люди старшего поколения читают довольно активно, а также читают те, кто не пользуется интернетом. Вот. Если будут вопросы какие-то, да, по ходу, или, может быть, хотите поделиться чем-то, я никогда не против. Я вообще очень люблю вести лекции, конечно, офлайн, но в онлайн-формате, если будут вопросы, тоже задавайте обязательно. Что можно сказать о проникновении интернета в нашу действительность? Опять же, приведу исследование по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций. Проникновение интернета, вы видите, в Россию по итогам 2019 года достигло 78%. Опять же, беру 2019 год здесь, потому что он довольно объективен для нас. И общая численность аудитории, вы видите, тоже довольно большая, и в том числе из них это в основном, конечно, мобильная такая аудитория, которая пользуется интернетом через мобильные устройства. И даже уже по итогам 2019 года был сделан прогноз сложившихся темпов роста, и предполагается, что к 2024 году у нас будет уже, вот видите, проникновение интернета 98%, то есть только 2% не будут пользоваться сетью, да, интернета. И, в общем-то, этот прирост в том числе идет за счет того, что активно начали подключаться к сети люди старше 65 лет, вы видите, да? И, в общем-то, это тоже очень наблюдается и в наших встречах и общении с читателем. Так, рынок электронных книг, да, что же с рынком электронных книг, так как наша лекция посвящена электронной библиотеке, мы об этом должны с вами тоже знать и понимать. По данным журнала «Книжная индустрия», тоже это все 2019 год, сегодня объем рынка электронных книг – это почти 8,5% от общего оборота печатной книги. То есть из 100% 8% книги имеются в электронном формате. Кроме того, идет общий рост
рынка электронных книг по соотношению к 2018 году, в 2019 уже выросла на 35%. То есть за год это такая вообще большая цифра, на мой взгляд, несмотря что маленькая доля общая, да, но прирост достаточно большой. И самым быстрорастущим сегментом уже в 2019 году было отмечено это рынок аудиокниг. Я думаю, что вообще, вот по моим личным наблюдениям, да, все больше и больше и больше с каждым годом людей обращаются именно к аудиовариантам книг. Это связано с изменениями, ну, вы это все понимаете, с изменениями в нашем темпе жизни, да, когда людям некогда взять в руки книгу, но, например, они могут ее прослушать, когда по пути на работу, да, либо когда какими-то домашними делами занимаются. Хотя по моему опыту вот, довольно трудно слушать книгу, да, например, и варить суп, потому что как-то вот мне не получается погружаться в книгу тогда. И прирост, вы видите, что даже вот по сравнению в 2018 и 2019 году был больше 50% потребителей, которые хотят, и вообще вот этот объем аудиокниг, он растет достаточно большими темпами. Несколько исследований приведу от таких довольно крупных интернет-библиотек, которые, в общем-то, анализируют, да, востребованность своих сервисов и приводят определенные цифры. Здесь будет у нас МТС-библиотека, но так как она не самая крупная электронная библиотека, и она такая довольно специализированная, все-таки тут есть ограничения какие-то, да, по массовости, будут дальше и по Литресу тоже приведены цифры. Вы видите, что идет прирост, что читают все больше и больше. Они берут москвичей, да, вот такую они взяли выборку для себя по географическому признаку. Но я думаю, что это такая довольно-таки общая тенденция. Книжный трафик тоже очень высокий. Видите, 3 миллиона электронных книг было прочитано в 2019 году. И почти половина пришлось на весеннюю сессию, по их данным. Ну, это такая вот картина, когда у нас студенты выходят на сессию, да, они пользуются очень часто электронными библиотеками. Это тоже, в общем-то, такая обоснованная цифра. Если говорить о самых популярных сегодня сервисах, то ключевыми игроками на рынке электронной книги у нас являются Litres, вы видите, да, Google Play, Bookmate, и вот есть еще у Litres такая дочерняя компания MyBook. Тоже многие, кстати, пользуются. Я вот сама не пользовалась, но говорят, тоже очень удобно, интересно. Рост популярности аудиокниг отмечает также и Litres. Доля, вы видите, в 2019 году составила 26%, то есть это действительно наблюдается, эта тенденция есть. И даже вот если не делать какого-то глубокого анализа, а просто пообщаться со своими друзьями и знакомыми, действительно многие переходят на аудиокниги. Вы видите, что есть... Во-первых, доля книг растет, да, то есть все больше и больше книг переводится в аудиоформат. Почему это делается? Потому что действительно это востребовано. И вот продажи тоже возросли, то есть люди стали больше читать этих книг. И в 2018 году вы видите, что всего 45%, в 2019 уже 58% слушателей пользуются аудиоизданиями. При этом, что касается электронных книг в текстовом формате, то их опять же читают на 20%, вот по мнению экспертов Litres, их читают на 25% чаще, чем бумажные. Ну, это вот их цифры, тут мы с вами можем согласиться, можем не согласиться, но было проведено исследование. Такие компании, конечно, тратят достаточно большие ресурсы на исследования. И опять же, что приводят нам специалисты по причине популярности электронных книг, вы можете прочитать сейчас, да, согласиться, не согласиться, я тоже вам озвучу. Ну, удобство и возможность читать и слушать где и когда угодно, да, экономия времени определенная, потому что
Не надо идти ни в библиотеку, ни в магазин, а одним скачиванием, одним нажатием, да, где бы вы ни были, вы можете воспользоваться книгой, читать и проводить время. Очень большим фактором является популярность и широкое распространение мобильных устройств, потому что действительно сейчас уже очень-очень мало людей осталось, у кого нет телефона с возможностью подключиться к интернету, да, и возможностью читать в самых разных форматах. Низкая стоимость самого интернета. И вот это вот очень интересно, активное вовлечение людей в легальное потребление качественного контента. Многие наши, ну не многие, но есть часть читателей, да, которые говорят, зачем я буду подключать, допустим, Литрес, да, потому что ну, вы не все можете мне купить, я тоже не хочу тратить деньги, я лучше скачаю бесплатно в интернете, да, версию. Во-первых, уже достаточно активно работает у нас закон по авторскому праву, да, и уже не все совсем можно скачать. То есть попробуйте скачать Гузель-Яхину, да, может быть, и найдете где-то, но какого это будет качества неизвестно, и вообще найти довольно трудно. То есть люди, которые говорят, что все есть и так в доступе, это уже те люди, которые давно в интернете, может быть, не пользовались такими вот прям новиночками. И кроме того, на одном из форумов мне очень понравилось такое вот осознанное высказывание одного из... Форум был читательский, понятно, что один из пользователей форума, он значит, такую реплику пустил в общий чат. Я люблю, вот, допустим, там прям было про какого-то конкретного автора, ну, допустим, я люблю книги там Гузель Яхиной, да, и несмотря на то, что есть пиратские копии, да, я хочу, чтобы вот мой любимый мною писатель, он получил вознаграждение за свой труд, за то, что он выпускает вот такие хорошие, интересные книги. Я считаю, что использование пиратских копий – это неуважение к автору, и, в общем-то, я полностью согласна с этим мнением. Ничего не пишут? Чат. Хорошо. Ну вот рост популярности аудиокниг здесь же отдельным пунктом. Кроме того, быстрый доступ к книжным новинкам, этого тоже не отнять в электронных библиотеках. Все-таки даже на прилавке магазинов, может быть, книги поступают примерно одновременно, да, с их появлением в электронной, да, варианте, но даже вот в Сыктывкар они могут прийти довольно-таки за какой-то определенной временной задержкой, а уже на полку библиотеки и того дольше. Сами вы знаете, да, что пока мы закажем, пока нам поставят, оплатим, обработка библиотечная тоже должна пройти какой-то период времени, пока книга появится на полке. То есть электронные библиотеки в этом плане, конечно, у нас выигрывают. Ну и вот рост проникновения доверия читателей к дистанционным способам получения информации – это тоже определенная причина. Ну и простота вот этих всех интернет-платежей, да, когда за книжку можно заплатить, и, в общем-то, люди этим пользуются тоже довольно активно уже сейчас, то есть доверие к удаленным сервисам растет. Если говорить о Литресе и об их ассортименте, сейчас мы потихонечку уже перейдем конкретно к Литресу, если будут вопросы, вы их задавайте. Ассортимент у них растет очень активно, довольно большими темпами. Вы видите, что даже за год был прирост 38%, 2019 год опять же берется. Что такое, собственно, Литрес? Все уже, наверное, очень многие, по крайней мере, слышали. Это и благодаря тому, что активную рекламу пускает Литрес и в СМИ, да, и на интернет-площадках различных. Это сервис-сайт, который предоставляет, на самом деле, конечно же, продает лицензионные электронные книги для скачивания и чтения. Скачивание здесь даже вот я бы взяла так в кавычки, потому что, по сути, файлы, по крайней мере, если вы подключаетесь через библиотеку, они не скачиваются в постоянное пользование, а только временно сохраняются на устройстве. Основана компания в 2005 году и сегодня является лидером на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. То есть влияние Литрес на сегодняшний день, я дальше буду говорить, уже распространилось не только в Россию, но и в некоторые другие страны.
Ассортимент очень большой, в том числе, посмотрите, 48 тысяч бесплатных книг. Что тут еще хочется сказать, что это, да, это не только классика современной и ну, русской литературы и зарубежной, да, то есть, например, можно найти там Гоголя бесплатно, Пушкина, Достоевского, еще кого-то, да, тоже в очень хорошем качестве, то есть классика литературы там представлена, но периодически в бесплатный доступ попадают книги, которые занимают или даже не занимают, а входят в шорт-листы, да, или лонг-листы литературных премий. То есть в свое время, когда «Дети мои», да, у Гузель Яхиной, или, допустим, книга из Жизел про Платонова, да, вот такие вот яркие, интересные новиночки, у Водолазкина, по-моему, тоже что-то было, они попадают в премии литературные, Литрес на какой-то период дает бесплатный, совершенно неограниченный доступ к этим книгам. То есть очень вот прям хорошо я помню, что был доступ к Водолазкину, Гузели Яхиной, «Дети мои». Я даже по 10 экземпляров себе в библиотеку брала, чтобы выдавать читателям. То есть вот такие еще у них периодически, ну, я бы сказала, акции, да. Ну, кроме того, вы видите, что очень большой объем аудиокниг, и вот как они позиционируют 5000 новых книг каждый месяц. Есть также в Литресе периодика, но о ней, может быть, если я не забуду, я дальше скажу, что с периодикой, потому что мы, например, периодику в Литрес не выдаем. Было принято такое решение. Если не забуду, скажу дальше. Проект Литрес библиотека. Сегодня с помощью этого проекта библиотеки могут предоставлять своим посетителям 14-дневный бесплатный доступ. Ну, почему бесплатный, здесь у меня немножечко выделено, да, потому что он бесплатный для посетителей, да, для наших пользователей, для библиотек он, конечно же, совершенно, как правило, не бесплатный. И в рамках, в 2019 году вы видите, что было выдано почти 1,5 миллиона книг, что на 72% больше, чем в 2018. И количество активных читателей, опять же, вы видите, что выросло. Литрес, вот как я вам уже немножечко раньше сказала, да, расширяет свое влияние, выходит из российской доменной зоны .ru и уже переходит на платформы в странах Балтии. То есть потихонечку они распространяют свои сети. Если говорить об этом проекте в рамках сотрудничества с библиотеками, то вот такие вот цифры приведу вам. Уже даже по данным 2021 года более 600 библиотечных систем подключено и самостоятельных библиотек 75 регионов России. Цифры вы видите, 9 тысяч филиалов, да, и это и библиотеки федерального, регионального уровня, городские и даже сельские библиотеки. Что касается электронных книг и аудиокниг, привела вам на слайде вот такой пример. Как правило, я останавливаюсь на этом, когда говорю о преимуществах, да, электронной библиотеки Литрес, что цена на книгу, как правило, очень-очень-очень разительно отличается от книги, которую мы покупаем у поставщиков, да, у издательств, либо через магазины. То есть 300 рублей, да, 299, и 600, и почти 700 рублей. То есть в 2, даже больше, да, раза. Или, например, вот Гузель Яхина, да, 399, то есть 400 рублей, и 820, это вот я взяла цену, которая у нас в АПАКе забита, да, то есть вот за 820 купила библиотека печатный экземпляр, а в Литресе мы добрали экземпляры еще, видите, они все на руках, за 400 рублей. Тоже цена на электронные книги, конечно, с каждым годом растет. Сразу поделюсь тем, что у нас финансирование не растет на Литрес, и, как правило, мы все меньше и меньше можем книг покупать. Это вот такой из отрицательных моментов.
Дальше. Вот что еще с Литресом очень хорошо, очень удобно. Они, конечно, большие молодцы в плане том, что они прям подстроились под нашу библиотечную статистику я считаю, на 100%. Потому что все те показатели, которые мы сдаем по госзаданию, да, все, чем мы отчитываемся, да, все можно проследить очень удобно и автоматически выгружается в Литресе. Это и новые пользователи, и посещения. Ну, посещения здесь, конечно, будут внестационарные, да, и книговыдача. То есть все, и даже по возрастам можно посмотреть, если вам это нужно. Но, по-моему, для внестаца у нас сейчас нет вот такого, да, возраст, пока не обязательно указывать. Можно посмотреть более подробно. То есть вот это вот самый такой лайтовый, да, отчет, минимальный. Дальше можно посмотреть по возрастам посещения, можно посмотреть, какие события происходили, но это для более такого глубокого анализа вам. В этом плане, конечно, вот это не отнять у Литреса, что они подстроились под нас полностью. Что еще из преимуществ для библиотек можно назвать? Я уже, как уже на слайде показала, да, цена, как правило, ниже. Плюс нет, но тем не менее цена ниже, да, есть еще и коллекция бесплатных книг, об этом я тоже уже сказала. Нет должников по книгам, это тоже очень удобно, что автоматически книга возвращается в фонд. Но дальше вы увидите, что это же самое преимущество, оно немножечко переходит и в недостаток. Дальше высокая обращаемость фонда, то есть книга выдается на 2 недели, автоматически она возвращается, и сразу же, если кто-то запросил, она выдается следующему читателю. Кроме того, очень интересно, вот мне кажется, для централизованных библиотечных систем, да, когда подключается центральная библиотека и обслуживать может она не только свою, да, вот свою там райцентр, да, или там город, да, где она находится, но обслуживаться могут все филиалы. То есть пришел, да, учить, вот я просто знаю, что вот, допустим, не знаю, есть ли у нас тут Прилузский район, потому что не отметились, да, но, например, в Прилузском районе в Обячево купили книжечку, да, у меня, например, свекровь, да, в селе Лойма, она может прийти и взять эту книгу, ну пусть она будет на электронном устройстве, но она у нее будет, потому что иначе мне придется взять ее в библиотеке в Сыктывкаре, да, с какой-то оказией отправить ей туда эту новиночку, потому что она хочет получать интересные книги, да, и быть в курсе. Потом она ее прочитает, когда она мне ее сможет вернуть, может быть, больше месяца пройдет. То есть у меня в Сыктывкаре уже люди, да, ее ждут. То есть вот это вот вообще для электронных библиотек это очень большой плюс, когда расширяется география обслуживания. И вообще возможности ваших пользователей, которые удалены от каких-то центральных городов и сел, поселков. Кроме того, возможность приобретения редких книг, да, которые уже не переиздаются. Вот этот пункт, он сюда тоже был включен мной прямо вот по нашему, такому, не личному, да, но прямо по нашему опыту взаимодействия с электронной библиотекой, в частности, здесь, конечно, про Литрес говорю, потому что у нас опыт с Литрес. Есть такая книга «Милые кости», автор Сиболд, по-моему, да, она экранизирована, очень интересная, популярная. И у нас была одна книга всего в фонде, это было года 2 или 3 уже назад, и мы никак, вот книга была у должника, который переехал в другой город. То есть она была одна, она у нас, по сути, в фонде уже пропала, но был на нее очень большой спрос. Буквально чуть ли не раз в неделю, раз там в 2 недели приходили и спрашивали эту книгу, и мы не могли никак ее нигде приобрести, потому что по какой-то причине она не переиздавалась. И довольно долго, то есть в течение года мы ее пытались в издательствах найти, в книжных магазинах я ее тоже искала бесконечно. Не было, не переиздавалась. И вот, в общем-то, решением для нас стала именно электронная библиотека Литрес, потому что там книга была она очень-очень, что-то там 150 рублей она буквально стоила, хотя для того периода, да, 4 года назад, там 3-4 года, это тоже были такие довольно-таки, в общем-то, ощутимые деньги, но тем не менее вот эту лакуну мы смогли закрыть.
Поэтому вот этот пункт, он прям вот из жизни взят. Кроме того, очень интересным является тот момент, что комплектование, ну, по крайней мере, у нас, да, мы такое решение приняли, мы комплектуемся по читательским запросам. То есть я покупаю книгу только в том случае в Литрес, если на нее поступил заказ читателя. И здесь вот очень интересно посмотреть потом вообще, что из себя представляет фонд. Потому что так или иначе, когда мы комплектуем библиотеку, вот даже я, да, даже мой комплектатор в отделе абонемента, если он все равно так или иначе опирается на свое субъективное мнение, если это не работа с отказами, да, что я предполагаю, что эта книга будет интересна нашим пользователям, нашим читателям. Не всегда мнение библиотекаря, да, совпадает с мнением читателя. А вот Литрес – это прям такая объективная картинка, что нужно сегодня нашему читателю. Значит, ну давайте дальше пойдем. Что у нас дальше идет? Преимущества для пользователей тоже есть определенные. Например, это вот у меня взяты эти пункты с нашего сайта. У нас есть статья в блоге отдела абонемента на сайте библиотеки, есть статья для пользователей, что же им дает Литрес. Ну, во-первых, это очень удобно именно вот сейчас, уже в летний период, будет для тех, кто путешествует, потому что, как правило, наш багаж ограничен по весу, да, и если мы путешествуем, то уже несколько или даже одну книгу, да, так или иначе мы подумаем, положить или нет, а тут целая библиотека в кармане. Ну и опять же, это тоже проистекает второй пункт из того, что целая библиотека в кармане, потому что, например, я очень активно пользовалась Литрес, когда дети были еще маленькие, мне приходилось их ждать где-то с занятий, да, либо там какой-то был период, когда я гуляла в парке с коляской, и мне, в общем-то, ну, хотелось проводить время с пользой, да, вот тогда книга, она всегда под рукой, она всегда у тебя в кармане, прям в прямом смысле, да, и ты, в общем-то, не выпадаешь из того вида деятельности, который ты любишь. Кроме того, что еще есть в Литресе, ну, вот это такой спорное преимущество, да, когда, в общем-то, многие отмечают, что читать, конечно, с экрана для зрения довольно-таки трудно, неудобно, да, дискомфорт какой-то вызывает. Но тем не менее в Литресе очень, в приложении очень хорошо есть, например, укрупненный шрифт, да, различные размеры цвета букв, регулируется подсветка, несколько вариантов вот этой вот цветовой подложки. То есть вы хотите какой-то такой цвет не чисто белый, а слоновая кость, да, какой-то привычный вам, вы уже можете его тоже подобрать под себя. Для тех, кто не может прийти в библиотеку сам, книга с доставкой на дом. То есть, например, в период карантина, да, в прошлом году 2 месяца мы были закрыты, но в этот период очень активно люди у нас пользовались именно электронной библиотекой Литрес. И мы, по сути, могли давать даже какую-то статистику, очень такую, очень приличную статистику по посещениям и по книговыдаче, и даже по новым читателям. То есть, в общем-то, вот этого вообще не отнять здесь. И для тех, кто не может поймать, например, новиночку какую-то, да, вот об этом уже немножечко раньше я говорила, можно прочитать очень быстро любую издавшуюся книгу. Как правило, вот очень быстро появляются в электронной библиотеке, по крайней мере в Литрес, все новинки. Конечно, для библиотек есть тут определенные недостатки. Это тоже очень такие, видите, аж 8 пунктов, то есть достаточно много их. Первое, что расстраивает, это то, что книга приобретается в фонд библиотеки не на постоянный, да, период, а на один год с момента покупки. То есть если я покупаю 17 мая 2021 года, то до 16 мая 2022 она у меня в фонде. Потом она автоматически пропадает. Ну, возможно,
какая-то покупка будет вполне оправдана, да, когда автор на волне только в течение года. То есть, например, взять если книгу Марининой, да, что у нас там последняя вышла у нее, 2- или 3-томник, то, в принципе, за год у вас читатели, вот 25 раз она может быть выдана за этот период, 25 читателей у вас ее прочитают, и потом она, в принципе, уже отработала те 300 рублей, да, которые вы за нее заплатили. Но это мой такой вот именно мое субъективное такое мнение, что, в принципе, 1 года для определенных изданий вполне хватит. Если 25 читателей ее прочитают, то она уже дала вам 20, во-первых, 1 читателя или 25 читателей, 25 книговыдач, и она дала вам очень много посещений, потому что читатели, как правило, заходят каждый день в Литрес, посещения очень большие идут. Нет должников, об этом мы говорили. Но тут что еще, что вот тут хочется сказать. Ой, тут я, наверное, чего-то не дописала, мне кажется. Вот это вот то, что нет должников, в то же время это и плюс, и в то же время это минус. Потому что бывают читатели, которые даже за 2 недели не успевают прочитать книгу, а может, они взяли даже не одну книгу. Вот. И, в общем-то, вот эта вот обратная связь с читателем, она в Литресе несовершенна. И тогда вот из этого количества выдач, да, у вас будет один и тот же читатель брать книгу там несколько раз. Вам, конечно, пойдут цифры, но кто-то будет, возможно, обделен. Вот несовершенный механизм обратной связи у меня здесь прописан. Я думаю, что тут у меня, видимо, немножечко ошибочки пошли, что-то я не перенесла. И, конечно, самый большой недостаток- это то, что это очень ощутимая статья расходов для библиотек. Литрес, он требует постоянных вливаний, потому что количество читателей растет так или иначе. Книги у вас доступны всего 1 год с момента покупки, то есть фонд, он не будет бесконечно наращиваться в Литрес, он будет, наоборот, постоянно обновляться, изменяться. И это, конечно, об этом вот самый большой недостаток, как всегда у нас и бывает, да, когда мы ограничены в средствах. Для пользователей, опять же, вот это у нас уже со стороны пользователей, да, 14 дней всего дается на книгу. Кроме того, чтение возможно только с тех устройств, где есть подключение к интернету. То есть, когда приходят и говорят: а могу я на электронную книгу, да, вот скачать на флешку и перенести на электронную книгу это издание? Нет, не можете, к сожалению, нет. Только если электронная книга имеет подключение к интернету. Ну, современные ридеры, они, как правило, уже этой функцией оснащены, но тоже не все. Так или иначе, это ограниченный репертуар произведений. Что еще здесь можно сказать, что вот про периодику давайте здесь скажу, да, потому что, например, в Национальной библиотеке мы такое приняли решение, что мы не выдаем газеты и журналы в Литрес. Несмотря на то, что они там есть, очень таком достаточно широком репертуаре они там представлены, но, как правило, наши пользователи заходят с мобильных телефонов. Мобильный телефон, воспроизведение вот этих печатных, периодических именно изданий, да, на экране мобильного телефона, в общем-то, не совсем корректно воспроизводится, на наш взгляд. Картинки маленькие либо большие, тогда текст тоже не совсем. То есть мы приняли решение, что мы не покупаем, например, периодику. Мы не покупаем, например, в Литрес учебники, потому что они дорогие, они выдаются всего на 2 недели, и они, на наш взгляд, относятся к изданиям ограниченного, не массового спроса. То есть если вот у меня периодически появляются читатели, которые просят там, допустим, по медицине какой-то учебник в 3 томах, а он стоит почти 5000, допустим, или по юриспруденции, да, тоже очень дорогие, да даже учебник по истории. То есть для одного читателя тратить такие достаточно приличные суммы, это для библиотек просто невозможно. Поэтому репертуар, конечно, ограничен. Дальше.
необходимо быть читателем библиотеки, но это такое наше прямо условие, которое мы раньше вводили просто, чтобы иметь каких-то дополнительных новых читателей. А потом, как бы с опытом использования, да, мы поняли, что мы ведь в Литрес, допустим, даже когда регистрируем, я дальше вам покажу, что мы берем для регистрации, какие данные, мы ведь там используем персональные данные читателя. А использовать мы их можем только в том случае, если у нас с ними заполнена форма, да, что я разрешаю пользоваться своими персональными данными. Поэтому вот это вот условие, да, необходимо быть читателем библиотеки, оно, в общем-то, стало таким неоспоримым условием для подключения к Литрес. Ну и вот эта сложная система удаленного взаимодействия библиотекарем, администратором, я о ней так уже вскользь упомянула, здесь она прям представлена отдельным пунктом. Если говорить о перспективах развития, да, плюсы и минусы мы с вами посмотрели. В общем-то, вы ведь можете принять другую немножечко систему комплектования, да, Литреса. То есть не исходить из читательских запросов, как, например, мы это делаем, да. Вы можете брать в Литрес именно то, что считаете нужным вы. То есть не выдавать по запросу, там, допустим, Донцову, да, или там, не знаю, всех этих вот фантастов, которых очень много, несмотря на то, что книги-то у них недорогие. А, например, комплектоваться теми книгами, которые будут составлять ядро вашего фонда. Пусть это на период всего год, но, наверное, проще купить Водолазкина или Гузель Яхину, или ту же, допустим, Маринину или Федерика Бакмана, да, которые бесконечно спрашиваются и заказываются по МБА у нас. Может быть, лучше купить 1-2 экземпляра в Литрес, чем ждать по МБА из Национальной библиотеки, когда она наконец к вам придет. Да, и она придет к вам тоже на месяц, на 2, как правило, после мы уже просим вернуть. То есть есть несколько путей, по которым вы можете идти, и вот при работе с отказами можно использовать, в общем-то, электронные библиотеки. И в данном случае это очень удобно. Кроме того, ну, вот оперативное докомплектование, ну, в общем-то, из первого пункта тоже, да, происходит. Своевременное приобретение горячих новинок. То есть вот даже Гузель Яхина, да, «Эшелон на Самарканд», мы с момента поступления книги в продажу, мы не могли ее, в общем-то, купить и заказ мы отправили, но никак нам поставщик ее не отправлял. Они, видимо, раскидали по магазинам книжным. То есть в Литресе она появилась где-то на месяца 2 раньше, чем в фонде библиотеки. То есть какой-то спрос, да, на эту книгу мы удовлетворили уже вот так вот удаленно. Потом, конечно, пришла она в библиотеку, тоже несколько экземпляров, и вот она без конца на руках. То есть вот это вот приобретение горячих новинок, да, вы просто будете на волне, вы будете для своего читателя, как, в общем-то, люди проникаются таким достаточно, даже я бы сказала, уважением, когда книгу они не могут еще нигде купить, или она очень дорогая, да, 800 рублей, в принципе, Яхину не будешь все равно перечитывать там из года в год. Ты ее прочитал, получил удовольствие и сдал обратно в библиотеку, допустим, да. А тут вот, когда есть возможность получить книгу еще, когда ее, в общем-то, заказать-то в магазинах пока невозможно, это вообще будет очень для ваших как бы читателей, мне кажется, таким плюсом в их глазах библиотека вырастет. Можно использовать для проведения мероприятий. Мы вот, например, книжный клуб, да, у нас вот идет книжные хроники, да, кто-то, может быть, видел, да, в соцсетях часто реклама у нас идет. Когда нужно прочитать книгу для обсуждения большему количеству людей, чем есть у нас экземпляров. Да? То есть у нас экземпляров 3, всего 3 человека могут прочитать за месяц. А тут мы расширяем, в общем-то, количество экземпляров, и люди уже готовятся к заседанию клуба, в общем-то, в большем количестве могут прочитать. Ну, удаленное обслуживание, об этом я тоже сказала, как перспектива развития, это тоже вот особенно, я говорю, вот очень наглядно это получилось в период карантина. И кроме того, Литрес мы, допустим, даже тоже используем как информационный ресурс.
То есть следить за новинками. У них есть отдельный блок бестселлеры, отдельный блок, например, лидеры продаж, да. То есть все это можно взять так вот себе на заметочку, да, и заказать потом в фонд просто даже печатный экземпляр, если есть такая возможность, тоже можно использовать. Как мы взаимодействуем? Давайте по предыдущим, может быть, пунктам, если есть вопросы, вы их напишите в чат, я отвечу, хорошо? Или, может быть, какой-то свой опыт есть у вас. Потому что я сейчас анализировала отчеты, да, ЦБС, и есть ряд библиотек, которые Литресом либо пользовались, либо сейчас даже пользуются, и есть моменты, которые они отмечают. Но, как правило, отмечают, в общем-то, недостатки этой системы, да. Может быть, мы с вами вот как раз-таки еще добавим пунктов, да, в недостатки, потому что всегда один человек, когда анализирует, это одно мнение, да, а когда несколько, это уже будет, в общем-то, в нашу общую копилочку. Система взаимодействия довольно простая, заключается договор, вся сумма, которая у вас прописана в договоре, она перечисляется на ваш баланс. То есть то же самое, когда вы пополняете баланс телефона, да, и тратите потом на звонки, на сообщения, на интернет. То же самое, вся сумма договора, она перечисляется на ваш баланс, и вы ее используете на покупку книг. Вам приходит логин и пароль администратора и очень такая подробная инструкция. В общем-то, там и техподдержка тоже работает довольно хорошо. То есть даже если вы с первого раза не разберетесь, хотя довольно-таки все там понятно, интуитивно даже, всегда можно будет спросить, потому что вы платите деньги, и люди, в общем-то, которые работают в электронной библиотеке Литрес, они понимают, что это их хлеб. Регистрируйте своих читателей, выдаете им логины и пароли для бесплатного доступа. Ну и далее покупаете, выдаете книги, да, администрируете, если нужно, отказываете обоснованно и так далее. Вот для подключения читателя мы вот такую вот информацию берем. То есть для Литреса необходимо фамилия, имя, отчество, дата рождения обязательно, потому что многие книги, не многие, а все книги имеют возрастное ограничение, да, а многие имеют 18+. Сейчас просто это очень большой идет пласт книг именно 18+. Кроме того, для подключения нужен сотовый телефон, либо электронная почта. На вот эти вот, на телефон либо на почту приходит логин и пароль. Ну, плюс мы, например, если через сайт у нас регистрируется, мы еще отправляем всегда инструкцию подробную. Ну, это такой вот факультативный для, в общем-то, да, такой, ну, как бы это поле, да, номер читательского билета. Но мы уже сказали, что мы, во-первых, не можем обрабатывать персональные данные, да, без согласия. И плюс, в общем-то, почему мы должны выдавать не нашим читателям, если мы за этот ресурс платим. Вот здесь у меня прям отмечено: заполнение регистрационной карты обязательно. Происходит как чтение, да? Тут все довольно-таки просто. Для читателей и для пользователей тоже Литрес очень постарался. С любого электронного устройства может происходить чтение, телефон, планшет, ридер. Единственное условие, что должен быть доступ к интернету. Можно с ноутбука, либо обычного компьютера. Получив логин и пароль, читатель может запускать библиотеку Литрес через приложение «Читай и слушай», либо через браузер он может заходить. Очень сейчас удобно. Раньше, например, вот еще даже, наверное, может быть, год назад Литреса был для книг и для аудиокниг 2 отдельных приложения. То есть в одном можно было только слушать, в другом только читать. Сейчас оно общее приложение, вы можете скачав одно приложение, и читать, и слушать. То есть что вам удобнее, что вам комфортнее. Ну и дальше он запрашивает, скачивает книги. Доступно, вот тоже очень удобно, что после того, как книга вам в приложении выдалась, да, вы ее увидели в своих книгах, она доступна в режиме офлайн. То есть для того, чтобы 14 дней она у вас хранится
ну, где-то хранится в телефоне, там в планшете, да, и даже если вы отключили интернет, уехали куда-то в деревню или поехали за границу, где у вас дорогой трафик, да, вам книга доступна и без интернета. Ну вот 14 дней они, да, доступны, дальше они автоматически возвращаются в фонд и доступны другому читателю. У нас принято решение, что мы выдаем не более 3. Даже сейчас уже, так как у нас много стало пользователей, а денег-то больше не стало, даже уже сейчас мы 2 книги одновременно выдаем. То есть если есть 2 книги на руках, и он попросил 3, 4, 5, некоторые до 10 начинают просить, мы уже не выдаем. Прям можно написать обоснованный отказ, комментарий, что вот у вас книжечки уже есть на руках, прочтете их, дальше просите следующую. Но можно тут устанавливать, в настройках в том числе, это все устанавливается. Если вы хотите попробовать, да, вообще, что такое Литрес, с чем его едят, и вообще вы в Литресе разберетесь полностью и до конца только тогда, когда вы сами попробуете читать и пользоваться этим ресурсом, вы можете подключиться к Литресу национальной библиотеки для себя, в свое личное пользование, чтобы почитать новинки, да, разобраться, понять, что и как. Для этого у нас, например, удаленно есть 2 пути. Это можно на сайте библиотеки заполнить форму, либо у нас есть на отдел абонемента есть своя группа в ВК, в сообщения группы можно написать, там есть отдельное обсуждение для подключения к Литрес. Ну и, конечно же, стационарно при посещении библиотеки тоже можно получить логин и пароль. Вот те материалы, о которых я вам говорила в самом начале, да, я взяла, значит, такой отраслевой доклад 2020 года по итогам 2019. Книжный рынок России. Состояние, тенденции, перспективы развития. Очень интересный доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У меня, к сожалению, не было времени, но потом уже, да, когда я прошлась по своим слайдам, я поняла, что несмотря на то, что я взяла 19 год, да, можно было на самом деле вот как бы экспериментально сравнить, что же у нас по итогам 2020 получилось с теми же электронными книгами, да, электронными библиотеками, с медиапотреблением, то есть насколько вот этот вот период карантина, да, он повлиял на цифры. Поэтому, если хотите, вы можете взять и вот 2020 год, да, и сравнить 19-20. Кроме того, довольно подробная статья и подробная инструкция, если она вам понадобится, да, и вы ну, как бы будете в затруднении, как составить для читателей инструкцию, да, если какие-то будут такие моменты, которые вам как пользователю Литреса непонятны. У нас есть статья в блоге отдела, она находится тоже на официальном сайте Национальной библиотеки. Вот. Из таких общих материалов все. Периодически в наших профессиональных журналах, конечно, появляются статьи про Литрес и про электронные библиотеки. Но, как правило, все, что я вам сказала, оно вот там вот в моей презентации, в общем-то, скумулировано все, что встречается в профессиональной прессе. Ну и вот, если нужно, да, вы можете записать и позвонить, написать по почте электронной, в том числе сотовый даю телефон, и даже не первый раз эту лекцию озвучиваю, да, были сотрудники библиотек сельских, которые мне звонили, в общем-то, насколько я могу, насколько я компетентна, всегда стараюсь помочь. Были вопросы, например, по статистике не вот этой вот, да, по посещениям и так далее, а по 6НК по фондам, как Литрес фонды, да, отмечать. Тогда у нас есть отдел комплектования, который этим занимается, он более компетентен. Но тоже перенаправить всегда можно через меня, если сами не разберетесь. В общем-то, у меня все. Вопросы какие-то у нас в чате? Нет, вопросов нет. Есть сейчас несколько минуточек еще мы онлайн. Так, как мне выйти? Окей. Можете задать вопросы, что-то, может быть, у вас есть из своего опыта, да, вы можете поделиться. Да, у нас была запись, велась этого эфира.
так его назовем. Она будет тоже выслана дополнительно. Если вы захотите как-то поделиться, да, не пересказывать, допустим, меня, а поделиться со своими коллегами. Так, что-то есть какие-то ко мне вопросы? Не вижу. Ну, а, я думаю, что если вопросов нет, мы с вами попрощаемся. Была рада с вами поделиться. А, Контакты мои, даже если вы сейчас не записали, у нас есть все телефоны на сайте. В общем-то, можете обращаться. Всегда рада помочь. Все, тогда до свидания всем. Тёма? Да? Покинуть совещание? Спасибо. У меня не закрылся, мне кажется. Все, это ушло.